Родился Георгий Докучаев в селе Гребенкино, к югу от Зубцова. Окончил семилетку в соседнем селе Буконтове. После школы уехал в Москву, работал слесарем на одном из заводов. Весной 1941 года его призвали в армию, а через несколько месяцев началась Великая Отечественная война. Перед 251-й стрелковой дивизией, в которой служил Докучаев, была поставлена задача остановить врага, который рвался к Москве. Боевое крещение ее бойцы приняли 24 июля на Смоленщине. Не имея опыта боевых действий, без поддержки артиллерии, наши бойцы сумели повернуть вспять немецкие танки. Когда в конце сентября противник начал наступление на московском направлении, 251-я дивизия приняла на себя главный удар. С тяжелыми боями она отошла южнее города Калинина и закрепилась около канала Москва-Волга. Когда наши части перешли в наступление, эта дивизия освобождала западную часть Подмосковья. Георгий Докучаев получил в этих боях звание сержанта. В скором времени ему пришлось освобождать от врага и свою родину. Враг засел в школе, где когда-то он учился. Сам Докучаев вспоминал позднее: сражался за каждый метр родной земли. Командуя в ту пору взводом, я получил задание владеть школой и зданием сельсовета. Противник оказывал жестокое сопротивление. Тогда я принял решение блокировать здание школы и уничтожить засевших там пулеметчиков гранатами. Во время этого боя Докучаев был ранен. Вернувшись в строй, он участвовал в жестоких боях на Курской дуге, затем форсировал Днепр. Яркий подвиг Георгий Докучаев совершил на берегах Южного Буга. 11 марта 1944 года командование приказало Докучаеву переправиться с группой бойцов на западный берег реки и взять Языка. Задание удалось выполнить, однако уйти незамеченными не получилось. Завязался бой. Докучаев четко организовал оборону. Он превратил ту часть берега, где была его группа, в плацдарм на вражеском берегу. В дальнейшем именно с него началось форсирование Буга. Правда, из 15 разведчиков, которые переправились с Докучаевым через Буг, в живых осталось всего 5. В скором времени нашему земляку было присвоено звание Героя Советского Союза. Награду ему вручил командующий Вторым Украинским фронтом маршал Советского Союза Малиновский. А Георгий Докучаев продолжал воевать. Он отличился в боях на правобережной Украине, в Румынии, в Венгрии. После войны остался служить в армии. Ушел в отставку только в 1964 году. Жил в латвийском городе Даугавпилсе, однако частенько приезжал на свою родину, Зубцовские края. Охотился, встречался со школьниками, рассказывал о своих боевых подвигах.